Доброе утро, дорогие телезрители и всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». На календаре вторник, 29 июня. Это утро встречаем с вами мы, Полина Долинская и Руслан Ачиров. Дорогие друзья, сегодня, напоминаю, 29 июня, вторник. Наше утро мы начнем с интересной зарядки вместе с нашим тренером Светланой Кобяковой, директором якутской школы Тадзицюань, который зарядит, конечно, нас всех позитивным зарядом на весь день. Сегодня узнаем, как получить перерасчет за вывоз мусора и узнаем, сколько готов потратить россиянин во время отпуска. Также увидим, как отдыхают линчане во время выходных. Главное, где и с каким уловом они возвращаются домой, и научимся различать самое вкусное мороженое. В конце передачи объявим долгожданную дату открытия пляжного сезона. Мы напоминаем, что мы работаем с вами в прямом эфире. Если у вас есть какие-то интересные события, пожелания, вопросы, вы всегда можете писать нам на номер WhatsApp 8 914 273 44 88. Ну а чтобы узнать, что надеть утром и что с собой взять, крем от загара или зонтик от дождя, предлагаю узнать прогноз погоды. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 12-17 градусов со знаком плюс. В Заречной группе 11 градусов в Амге, 21 в Барагонцах. В южных плюс 15 сегодня в Алдане и Нерюнгри плюс 16, в Вилюйской группе от 13 до 16 градусов тепла. В Нижнеленских 14-18 со знаком плюс, в западных 12-16 градусов жары. В Колыман-Дигирской группе улусов сегодня прохладно в Уснере. Здесь утром столбик термометра показал 7 градусов со знаком плюс. И теплее всего в Среднеколымске – плюс 20 градусов. В Янских от 13 до 17 градусов тепла, на северо-западе 2-10 градусов со знаком плюс. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 15 градусов выше 0, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный дует со скоростью 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха днем 30-32 градуса со знаком плюс. Ну что, мы ознакомились с погодой на сегодняшний день. А сейчас давайте ознакомимся с самыми свежими и актуальными новостями к этому часу. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, зрители! В студии Влад Давыдов с утренними новостями. Свыше 46 миллиардов рублей правительство страны направило на выплату 2 новых пособий. С 1 июля поддержку получат женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности и находящиеся в трудной финансовой ситуации. До рождения ребенка они будут каждый месяц получать около 6300 рублей. В 2021 году помощь предоставят более 400 тысячам женщин по России. На эти цели направлено более 10 миллиардов рублей. Кроме того, специальные выплаты назначены на детей от 8 до 17 лет, которые растут в неполных малообеспеченных семьях. Размер пособия равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка и в среднем составляет около 5500 рублей в месяц. Оперативный штаб города Якутска поручил усилить дезинфекцию подъездов, общественных пространств, городских и пригородных автобусов. По данным управляющими компаниями столицы, проведена влажная уборка в 305 многоквартирных домах из запланированных 394 домов, это 77%. Также обработаны дезинфицирующим составом контактные поверхности в 549 домах из 2424 домов. Процент исполнения составляет 22%. Продезинфицированы и общественные пространства, в том числе 198 автобусных навесов, 536 детских и спортивных площадок, 39 скверов, также территория парка культуры и отдыха Якутска.
Всего 536 рейдов соблюдения санитарно-эпидемиологических правил провели в республике за минувшую неделю на предприятиях торговли, общественного питания и сферы услуг. По словам зампреда правительства Якутии Михаила Никифорова, за этот период всего по республике составили 5 актов комиссионного осмотра, выдали 2 предостережения, 6 определений и составили 13 протоколов об административном правонарушении. В том числе в столице республики состоялось 376 выездных проверок с охватом 295 объектов торговли, 58 объектов общепита, 10 объектов бытовых услуг, 12 развлекательных центров и 1 фитнес-центра. По итогам этих рейдов выдали 2 предостережения о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. 24 выпускника школ республики стали 100-бальниками в основной период проведения единого государственного экзамена без учета резервных дней. По данным Минобрнауки региона, ЕГЭ по истории на 100 баллов сдала выпускница школы номер 5 столицы Елена Тимофеева. По физике выпускник республиканского лицея-интерната Станислав Новиков. По итогам экзамена по математике профильного уровня в этом году нет 100-бальников, но в целом улучшились показатели. Так, математику на более 70 баллов сдали 792 участника, из них 90 и более баллов получили 33 выпускника. ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов сдали 8 выпускников. На днях в Якутске состоялся онлайн-концерт этногруппы «Ситим». Выступление было приурочено к национальному празднику Исэх, а главной целью концерта стало продвижение этномузыки в широкие массы. «Ситим» был образован в ноябре прошлого года талантливыми музыкантами из Якутии Айгуной Федоровой и Станиславом Алексеевым. Она вокалистка группы, а он пишет песни и музыку. Идея стрима у нас зародилась этим летом, когда я побывал на концерте, на этноконцерте у группы Алтан Сандага. Мы там познакомились и слово за слово и решили сделать нечто крупное в сеть. Прошел этнострим в парке Юрдель в содружестве с творческим объединением культуры Якутии и моим коллегой Айсеном Николаевым. Мы решили все это дело сделать в Ютубе. И сейчас площадка YouTube, она более востребована и в широких массах, и вообще за рубежом смотрят YouTube. У нас вот недавно вышел новый трек, называется «Джихагая Игахайгы» на португальском лейбле Agami Records. Вышел 26 числа. Можно послушать на всех площадках. Таковы новости к этому часу. Эфир продолжат коллеги. Влад, большое тебе спасибо. Самым подходящим для утра занятием, ну, конечно же, кроме чашечки кофе, является утренняя зарядка. Мы предлагаем, друзья, размять свои кости и взбодриться вместе с нашим инструктором по утреннему фитнесу Светланой Кобяковой. Тензи Сюань в эфире Якутия-24. Доброе утро, дорогие друзья! Приглашаю вас присоединиться к моей утренней зарядке. Итак, ноги поставили на ширину плеч, колени мягкие, поясницу расслабили, плечи положили на лопатки, свесили вниз, макушкой с едва заметным усилием тянемся вверх. Вспомните что-нибудь хорошее, внутренне улыбнитесь, и на этой волне начинаем нашу утреннюю зарядку. Хлопнули в ладошки, растерли. Растираем до ощущения тепла, нагнетаем энергию в ладони и этими разогретыми ладонями растираем, пробуждаем свое тело. Начинаем с ушных раковин. Растираем по периметру вверх, вниз, внутри уха поводили пальцем. И теперь растираем затылок, основание черепа, мышцы шеи сзади, по бокам, плечи. И переходим на плечевые суставы. Обязательно представляйте, как вы снимаете ладонями с суставов застойную энергию, стряхиваете ее на землю. До ощущения тепла растирайте все суставы, локтевые. И сейчас запястье стряхнули, другая рука. Хорошо. Теперь сжимаем руки в кулаки и вот этими костяшками без нажима взбадриваем позвоночник, растираем вниз до копчика, вверх, насколько идут руки. Нажим усиливаем и растираем спину, поясницу, таз. Ощущайте, как у вас пробуждается вся спина.
Перевернули ладони к себе и до ощущения тепла растерли область почек, ребра, талию, живот и тазобедренные суставы. Стряхнули. Выставляем одну ногу вперед, растираем колени вокруг чашечки, по бокам, спереди, сзади. Стряхнули. Другая нога то же самое. Вокруг чашечки, по бокам, спереди, сзади. Стряхнули. И теперь чистим пальцы. Снимаем грязную энергию, которую мы собрали с суставов, и стряхиваем ее на землю. Держим, делаем довольно плотно. Одновременно массируем активные точки на наших пальцах. Растерли между пальцами, по паре раз достаточно. Взяли руки в замок, потянулись, выгнули спину. Спину назад тянем и вдох, и на выдохе прогибаемся. Вдох, и на выдохе в сторону. Вдох, и на выдохе в другую. Повернули корпус, таз тянем назад, руки вперед, ощущаем, как растягивается поясница. Вдох, на выдохе тянемся вверх. Вдох, на выдохе опять в сторону и расслабились. Итак, правую руку толкаем вверх, левую тянем вниз. Вдох, и на выдохе растягиваем тело, плечи, шею, расслабляем. Смотрим на тыльную сторону верхней ладони. Вдох, потянулись. Расслабились, выдох. Отлично. Ну что ж, мы с вами разбудили свое тело. Теперь надо настроиться на позитивный рабочий день. Ноги поставьте на ширину плеч. Колени мягкие, поясница расслаблена. Плечи опущены на лопатки, свешены вниз. Макушка с едва заметным усилием тянется к небу. Делаем вдох и представляем, как вся гармоничная энергия земли и неба втекает в наше тело. Кладем эту энергию в область за пупком. Ладони можно сложить на пупок, можно прикрыть глаза и вспомните самый счастливый момент жизни. Внутренне улыбнитесь, наполняйте энергией вашей улыбки все свое тело, все пространство вокруг себя. Сияйте радостью, счастьем, любовью. Опускаем руки, приставляем левую ногу к правой. Хорошего дня, будьте здоровы и счастливы! На календаре 29 июня. И сегодня празднуется довольно-таки далекий, но не совсем. Судя по жаркой погоде, подходящий для нас праздник. Сегодня отмечают Международный день тропиков. В этот день можно поставить на улице шезлонг, укрыться огромным зонтом от солнца, закрыть глаза и представить, что вы на берегу тропического моря. Да, но вот если бы не комары, то это можно было бы очень легко сделать. Но, друзья, какие даты и события связаны с сегодняшним днем, давайте посмотрим в нашей постоянной рубрике. 29 июня – День партизан и подпольщиков России, День кораблестроителя в России и Международный день тропиков. Это один из праздников ООН. По народному календарю собранные 29 июня цветы не принесут счастья, а вот лекарственные травы будут обладать особой силой. Хорошие сны, приснившиеся в эту ночь, могут стать явью. 29 июня 1613 года в Лондоне сгорел театр «Глобус». В этот же день в 1855 году в Лондоне вышел в свет первый номер газеты Daily Telegraph. 29 июня 1941 года началась битва за Заполярье во время Великой Отечественной войны. Боевые действия шли на территории Мурманской области, Северной Карелии и Пицама, на Баренцевом, Белом и Карском морях. 29 июня 1957 года Пленум ЦК КПСС принял постановление об антипартийной группе Маленкова, Молотова, Кагановича и примкнувшего к ним Шипилова. Они выступали против резкого разоблачения культа личности Сталина и его трагических последствий для страны и против хрущевской авантюрной экономической политики.
29 июня 1849 года родился Сергей Витте, российский государственный деятель, граф. В 1900 году в этот день родился Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель и летчик. 29 июня 1957 года родился Гурбангулы Бердымухамедов, туркменский государственный деятель и политик, президент этой страны. 29 июня 1964 года родился Сосо Павлиашвили, российский и грузинский эстрадный певец, актер и композитор. Именины в этот день празднуют Ефрем, Константин, Михаил, Моисей, Петр, Тихон и Феофан. Денег даже на неделю отпуска не оказалось почти у каждого третьего россиянина. Около трети россиян, то есть 30%, не могут позволить себе отпуск даже на одну неделю из-за нехватки денег. Среди сограждан в возрасте 35-44 лет эта доля составляет 36%, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob. В ходе исследования выяснилось, что сформировать свой отпускной бюджет не получается не только у сограждан, имеющих скромный ежемесячный заработок, но и порой у респондентов, получающих сравнительно высокую зарплату. Согласно опросу, почти каждый пятый россиянин, зарабатывающий от 80 тысяч рублей, а таких 19%, жалуются на нехватку денег даже на недельный отпуск. Результаты исследования показывают, что каждый 10-й россиянин может позволить себе потратить на неделю отпуска не более 10 тысяч рублей. 13% сограждан не более 19 тысяч рублей. 11% участников опроса до 29 тысяч рублей, 8% опрошенных до 39 тысяч рублей, 5% респондентов не более 49 тысяч рублей и 4% россиян до 59 тысяч рублей. По данным Superjob, недельный отпуск с расходами в пределах 60-69 тысяч рублей по карману для 2% участников опроса. И столько же респондентов могут потратить за неделю отпуска от 70 до 79 тысяч рублей. Несмотря на неутешительные результаты опросов, как нельзя кстати, подходит поговорка: неделю отдыхал, остальные дни выживал. Но одно дело экономить на развлечениях и совсем другое – экономить на ежемесячных тратах. В прошлых выпусках мы обсудили тему перерасчета за жилищные и коммунальные услуги и как зафиксировать факт непредоставления таких услуг. Тем не менее, остаются вопросы, например, по перерасчету платы за вывоз мусора. С этой темой мы обратились к Павлу Корнилову, заместителю руководителя Управления государственного строительства и жилищного надзора Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. В каких случаях можно обратиться на перерасчет платы за вывоз мусора? Хорошо. Доброе утро, уважаемые телезрители. Прежде чем перейти к теме нашего сегодняшнего разговора, я бы хотел, пользуясь возможностью, сказать, что Управление государственного строительного и жилищного надзора, как надзорный и контрольный орган, всегда старается участвовать в подобных передачах с тем, чтобы информировать наших граждан об их правах в сфере жилищных правоотношений и о способах защиты этих прав. Переходя к теме нашей сегодняшней передачи, хочу сказать, что по статистике с начала года, 2021 года, в управление поступило около 100 обращений по обращению с твердыми коммунальными отходами. Эти обращения в основном касались самого факта невывоза, нарушения графика вывоза твердых коммунальных отходов. О перерасчете жалоб было единицы. Да? Если говорить географически, то в основном из 100 жалоб более половины поступило из города Якутска. Далее следует у нас Нерюнгри, потом Алекминск, Алдан, Ленск, Мирный. При этом необходимо отметить, что если жители нашей столицы, Нерюнгри и Мирного, они традиционно более активны в защите своих прав, будь то жилищных или других, да, то количество обращений из таких городов, как Алекминск, Алданск и Ленск, говорит о том, что ситуация в сфере вывоза твердых коммунальных отходов в этих городах действительно неблагоприятная. Поэтому, пользуясь случаем, я бы хотел обратить внимание руководителей указанных районов, чтобы они обратили внимание на это. Переходя к теме перерасчета. А вообще кто может воспользоваться именно услугой перерасчета? В каких случаях жильцы домов могут требовать именно перерасчет?
Требовать перерасчет могут жильцы в случае временного отсутствия в жилом помещении. Да? То есть на период отпусков. Но не только отпусков. Да? Срок начинает истекать, если будет он более 5 суток. При этом гражданин перерасчет носит строго заявительный характер. К заявлению гражданин должен приложить подтверждающие документы, То есть корешок проездного, да? Да, или транспортный. командировочное удостоверение, или справка о санаторно-курортном лечении, или больничный лист. Ну, то есть, чтобы подтвердить, что он в это время не находился в жилом помещении. А вот если, например, мусор не вывозится вовремя, да, как можно сделать перерасчет в этом случае? Да, если нарушается график вывоза твердых коммунальных отходов, да, при этом надо учитывать, что в холодное время года при температуре плюс 5 и ниже, да, мусор должен вывозиться не реже, чем раз в трое суток. Раз в трое суток это зимний период, это зимний период. Осенний, зимний, а весенний, летний? Если температура среднесуточная плюс 5 и выше, ну в теплый период, то твердые коммунальные отходы должны вывозиться ежесуточно. Если житель видит, что график вывоза нарушается, да, он должен обратиться к региональному оператору с тем, чтобы они направили своего представителя и заактировать факт нарушения графика вывоза. А где он находится, этот региональный оператор? Он не в УК разве обращается? Нет, у нас вывозом мусора в республике занимается региональный оператор в городе Якутске, Якутск Экосети. А вообще, как часто обращаются жители для перерасчета? Вот я хотел сказать, что в основном у нас, ну, видимо, это начальный период, что ли, в основном жалобы идут на сам факт невывоза, что когда вот жители видят, что в местах скопления и вывоза твердых коммунальных отходов скапливается куча мусора, горы мусора, да, и жалобы поступают в основном на это. На перерасчет, ну, буквально, можно сказать, 5% из всех обращений по мусору. А если, допустим, я в своей квартире не живу, то есть по каким-либо причинам сдаю ее или, может быть, на летний период уезжаю за город, как поступать в этом случае? Так, если собственник жилого помещения не проживает в своем помещении, да, это не освобождает его от обязанности платить за вывоз коммунального ресурса вот этого. Поскольку раньше вот было, что платили по площади, да, сейчас платят за количество проживающих. Если у собственника имеется несколько жилых помещений в собственности, да, то он вынужден платить за каждое свое жилое помещение. Это не освобождает его от, будь он там живет или не живет, является собственником, будь добр, плати. А можно ли вообще отказаться от услуг, например, регионального оператора? Нет, это не предусмотрено. Договор вывоза твердых коммунальных отходов со стороны регионального оператора является публичным. Это означает, что каждому гражданину не обязательно в письменном виде заключать договор конкретно с региональным оператором, поскольку региональный оператор как публичный договор опубликовал в средствах массовой информации, и через 15 суток на 16 считается, что этот договор он вступил в законную силу. Поэтому все у нас потребители коммунальных услуг считаются, да, автоматически, да, они обязаны платить. Обязанность вступила с 1 января 2019 года, как я уже говорил выше. То есть это сравнительно недавно появилось, да, такое? Вот 3-й год. А вот, например, жители частного сектора, да, например, ну, платят за вывоз мусора, а, например, бак, как бы, они даже в глаза не видели. Что делать в этом случае? Да, есть такая проблема. Нормативное расстояние от площадки для складирования и вывоза мусора должно быть не менее 20 метров и не более 100 метров от жилого дома. Но в частном секторе, вот, где индивидуальные жилые дома, да, там из-за того, что плотная застройка, вот этот норматив выдержать или трудно, или невозможно. Да? В таком случае граждане должны скооперироваться вот, с соседями, да, определить у себя какое-нибудь удобное место, где можно организовать эту площадку, да, складировать мусор, установить туда какую-нибудь емкость или оградить площадку с тем, чтобы их пакеты с мусором не растаскивали собаки или не разносило ветром, да.
потом пойти в свой округ или обратиться к рекоператору, да, и сказать, что вот, пожалуйста, вот в этом месте будет складирование нашего мусора, да, на нашем участке. У рекоператора есть утвержденный маршрут, по которому ездит мусоровоз, да, и он включит это вот место в свой маршрут и, проезжая, будет собирать. Все, большое вам спасибо. Это очень полезная, между прочим, информация, друзья. И я знаю, кому она точно необходима. Например, фотографу Полу Никлилу, который постоянно путешествует и практически дома не живет. И вот недавно он запечатлел очень игривый момент между морскими львами. Эти животные по природе очень любопытны. Часто играют с игрушками, которые они обнаруживают на морском дне, и очень деликатно подплывают к дайверам. Полу Никлину, известному дайверу, увлеченному биологу, он снимает полярных животных на суше и океане, подбираясь к ним на невероятно близкие расстояния. В его архиве северные морские львы на Алеутских островах и киты у австралийских рифов, нарвалы, песцы и альбатросы. Предлагаем посмотреть подборку удивительных подводных съемок, которые сейчас на ваших экранах. Такой вот глаз морской следит за тем, чтобы мы все бодро проснулись и, конечно Действительно, же, очень собрались на завораживает. работу. Да. Вот. Ну, кстати, Полина недавно была в Южной Якутии, в Неринге. Полина, что еще было интересного в этой поездке? Ну, кроме того, что вчера я рассказала о том, что в стойбищах оленеводов, коренных народов, малочисленных каюров проходит кораллизация, сейчас у нас подготовлен еще один проект в рамках программы «Испытана на себе. Легенда бутылочной скалы». Кстати, ты что-нибудь знаешь о ней? Нет, на самом деле. Бутылочная скала – это такая скала. Во-первых, она сделана из редкого минерала, из хромдиопсида, то есть по-другому его еще называют как якутский изумруд. Данная скала, по некоторым поверьям, а первые упоминания идут еще аж в 16-19 веках, она, кроме того, что лечит болезни глаз, так еще и дает прозрение. Вот наша экспедиция как раз-таки была посвящена поискам этой бутылочной скалы. Но, как сказали венки, которые нас сопровождали, открывается она только избранным и чистым душой. Бутылочная скала. Миф или реальность? Я попробую разобраться. Возможное местонахождение Астанцы западного Янга. Там видел скалу. Олени прямо внизу скалы заходили.
беги, быстрее! Ну вот внутри до сих пор трясет. Значит так, ничего не бойся. Все команды четко выполняем. Если эта скала существует, я найду ее. Да, судя по кадрам, очень насыщенно, Это очень было динамично. Очень насыщенно. Это было для первых... Кроме того, что это действительно была программа испытана на себе. Я испытала то, чего в жизни никогда у меня и не происходило. Начиная от того, что, во-первых, длительное нахождение вне цивилизации. Тут еще один на один с дикой природой. Прохождение этих самых порогов. Друзья, ну, в общем, я нахожусь в нетерпении, в ожидании именно этой программы. И я думаю, мы вас все-таки тоже заинтересовали. Кстати, что у тебя по проектам? Ну, мы планируем, да, тоже такой достаточно интересный выезд. Ну, посмотрим. Я думаю, что по приезду обязательно расскажу. И все зрители смогут увидеть уже также в эфире передачи «Испытан на себе». Ну, а к 220-летию великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина научно-исследовательский центр книжных памятников Национальной библиотеки подготовил книжную выставку, где сохранились уникальные публикации Пушкина. Более подробно давайте посмотрим в нашей рубрике «Книжная полка». Доброе утро. 6 июня Россия отмечала 222-летие величайшего русского поэта, прозаика, драматурга, реформатора русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина. Научно-исследовательский центр книжных памятников подготовил книжную выставку, посвященную жизни и творчеству поэта. На выставке представлены следующие разделы: прижизненные публикации Александра Сергеевича Пушкина, дореволюционные издания, переводы Пушкина на якутский язык, переводы Пушкина на языках народов Севера и Пушкин в русской и советской иллюстрации. В этой рубрике также представлена книга, учебная книга русской словесности, изданная в 1830 году. Данная книга интересна не только своим содержанием, но и записями и маргиналиями, оставленными на своих страницах предыдущими владельцами книги. Так можно предположить, что вот в 1833 году книга принадлежала некоему Балдину, о чем он оставил свою запись в Форзасе. Также на нескольких страницах можно увидеть автографы Н. Чапалова. Возможно, эти записи сделаны Николаем Ефимовичем Чапаловым, известным в то время полицейским чиновником, общественным деятелем и попечителем церковно-приходской школы города Якутска. А его сын Чапалов Владимир Николаевич известен как революционер, большевик и как первый председатель Томского совета рабочих депутатов. Переводы Пушкина представлены на якутском, эвенском и эвенкийском языках. Это сборники избранных произведений и отдельно изданные книги. Есть книги в латинской графике. Завершает выставку раздел, посвященный русской и советской иллюстрации произведений Пушкина. На выставке в целом представлены книги большого и обычного формата, а также книжки-малютки. Любителей русской поэзии приглашаем на книжную выставку до 6 июля в историческом здании Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Действительно, чем еще заниматься летом, особенно когда ты находишься в тени того же самого шезлонга или, может быть, дачной качели, можно посидеть и почитать. Ну, а мы вам предлагаем посмотреть подборку новостей к этому часу. Доброе утро. С новостями к этому часу Влад Давыдов. Ежемесячные выплаты из средств материнского капитала, пенсии и иные социальные выплаты можно будет получить только на карты национальной платежной системы МИР с 1 июля. Сообщается, что при этом у пенсионеров сохранится возможность получать пенсии альтернативными способами, например, на счета, к которым не привязаны никакие карты, наличными и через почту. Ранее срок обязательного зачисления пенсий и иных соцвыплат на карты МИР был перенесен из-за пандемии и необходимостью
просьбой пожилых людей находиться на самоизоляции. По данным Центробанка, на указанные карты перешли уже более 96% пенсионеров страны. Тем, кто из-за эпидобстановки такую карту еще не получил, рекомендуется доставлять карты на дом. Реконструкция автодороги НАМ опережает запланированные сроки сдачи. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отсыпка земляного полотна участка выполнена уже на 90%. Напомним, государственный контракт по реконструкции дорожного полотна, заключенный в декабре прошлого года, работы были начаты с марта этого года. В данное время уложены 6 труб. Все по плану, и вот устройство земляного полотна. Но у нас по плану получается, хотим сдать первый этап 3,5 километра. Это полностью асфальт и барьерное ограждение, знаки, ну все обустройство. В результате реконструкции будет где-то увеличена категорийность дороги, будет уширение дороги до 4 полос. Также во избежание аварийных ситуаций будет разделение встречного потока путем устройства разделительной полосы с устройством барьерного ограждения. Порядка 50 новых возгораний зафиксировали в лесах Якутии за минувшие сутки, а всего, по сведениям Минэкологии региона, продолжают тушить более 100 лесных пожаров по республике, 23 из них вблизи населенных пунктов. К примеру, в Амгинском районе зарегистрировано 4 случая лесного пожара. На днях там ликвидирован 1 лесной пожар на расстоянии 40 километров от населенного пункта Сатагай. Причиной лесного пожара стала гроза. В тушении были задействованы 37 человек. В настоящее время проводятся ежедневные патрулирования на территории района. Зарегистрировано на сегодняшний день 4 пожара, лесных пожара. Один в весенней зоне, один в зоне контроля. Третий пожар вот в районе Сатагай, поселка Сатагай, Алтанцы. За 4 дня потушили пожар. Ну, общая площадь составила 420 гектаров при локализации. В Нерингре жертв мошенников становится все больше. Только за июнь месяц этого года 18 потерпевших отдали мошенникам более 5 миллионов рублей. Они используют различные уловки, чтобы завладеть чужими деньгами. Основной вид мошенничества – это звонки от якобы сотрудников безопасности банков и сотрудников спецслужб. При этом мошенники используют специальное программное обеспечение, способное подменять действительные номера телефонов. Гражданам настоятельно рекомендуется не диктовать данные своих банковских карт, не оформлять кредиты по чужому звонку обманщиков и ни при каких обстоятельствах не перечислять денежные средства на неизвестные счета. Уважаемые граждане, будьте предельно бдительны. Запомните, что сотрудники банка никогда не сообщат вам по телефону о том, что кто-то пытается оформить на вас кредит. Они могут только ознакомить вас с действующим кредитным предложением. Тем более, сотрудники банка никогда не будут просить вас производить какие-либо операции в банкомате. Так делают только мошенники. Таковы новости к этому часу. Слово передаю коллегам. Полина, как ты думаешь, как называется кора березы? Очень простой вопрос. Ну, это береста, из нее еще делают головные уборы, делают какие-то национальные, там те же самые шкатулки, очень красиво все это получается. То есть береста. Ну, я запомнила так с самого детства, со школы, вроде меня никто не исправлял. Слушай, мне кажется, мы сейчас разберемся, говорим ли мы правильно это слово, и предлагаем вашему вниманию нашу рубрику «Говорим правильно». Доброе утро, дорогие телезрители! Продолжаем наш разговор о причудливости русского ударения. И снова вспоминаем о том, что слова в русском языке могут иметь вариантное ударение. И еще одним словом в копилку наших знаний о словах с вариантным ударением будет слово со значением «верхний слой коры березы». Словарь русского ударения Майи Владимировны Зарвы утверждает, что есть только один правильный вариант произношения. Это вариант будет «береста». Однако другие словари говорят, что может быть и два варианта произношения. Можно говорить и «береста», и «береста». Поэтому можно утверждать, что оба варианта произношения этого слова «береста» и «береста» являются равноправными, значит, оба являются правильными. Еще раз добрым утром. Давайте говорить правильно.
Ну, это для меня новая информация, но у меня есть некоторые предположения, что вот именно береста, именно потому что однокоренное слово береза, то есть на второй слог у нас идет ударение, и там как бы логически предположить, что буква Е располагается. Скорее всего, да. Но, конечно, как и все вокруг нас, язык тоже не стоит на месте, он всегда развивается. И буквально, допустим, 10 лет назад мы говорили одни слова, а через несколько лет мы уже про них, может быть, даже и забудем. Но это все развитие. Друзья, кстати, да, мы давайте поговорим о линчанах. Да, лето, выходные дни. Большинство линчан стараются провести их на природе с семьей. Они берут с собой удочки и идут рыбачить. Ну, о том, как они возвращаются, с каким уловом, подробности в нашем следующем сюжете. Выходных ждут с нетерпением все линчане. На вопрос, как они планируют их провести, отвечают одинаково. Ну, с семьей, конечно, на речке, на природе. Ну, иногда на даче, конечно, тоже собираемся. А так совместные выезды с семьей, с ребятишками. Сюда редко выезжаем, конечно. В основном-то на Лену бывает еще. На речку, ну, туда, в городе. А на Нью-то редко бывает выбраться. У кого работа, у кого что, по-разному бывает. Поэтому не часто бывает, так выезжаем сюда. Погода располагает для отдыха каждый день. Выбраться на природу у многих линчан, как и у Дениса, получается только в выходные. Одно из излюбленных мест отдыхающих находится недалеко от поселка Чимча. Природа здесь очень красивая, и вода в речке быстро нагревается. В эти выходные на берегу Нюи практически не было свободного места. Кто-то приехал с ночевкой, а кто-то на день искупаться и покидать удочку. Нечаевые отдыхают всей семьей. Приехав первым делом, накупались, после чего разобрали рыболовные снасти и отправились рыбачить. Час рыбалки, и семья радуется хорошему улову. Да, хорошо поймали рыбки, ага. Половили. Пожарили? Уху не сварили, конечно. Ну, пожарили, да, сковородки пожарили, рыбку, ага, немножко. А вот семья Алексея Маненко приехала на природу с ночевкой. Для них такой отдых уже привычный. Вечер у костра, сон в палатке и весь день у реки. Мы встали в 11 часов и сразу же пошли на рыбалку. Мы половили рыбу, начали купаться. Купаться и ловить рыбу. Конечно, что еще можно делать на природе? Все отдыхающие, что были в этот день на берегу реки, рыбачили и рыбачили больше, чем купались. Шляпа от солнца, футболка от навязчивых паутов, которых в эти выходные было как никогда много. Вот так уже более получаса Инна по пояс в воде кидает спиннинг. Для женщины рыбалка – неотъемлемая часть отдыха. И пусть многие говорят, что это не женское увлечение. Девушка, можно сказать, уже мастер этого дела. Клюет у нее чаще, чем у других. Отдыхает на природе семья Пасновых каждые выходные, максимально используя летние дни. В этом году открыли для себя новое местечко возле деревни Чимча. И приезжаем сюда, рыбачим, загораем, купаемся, отдыхаем от городской суеты. Немножко достают насекомые, но как бы уже привыкаем к ним, потом не замечаем. Ну и рыбачим. Улов семьи около 3 десятков небольших окуней. Поймать другую рыбу в этих местах практически невозможно. Но и окунькам отдыхающие рады. Почистив рыбу голосованием отдыхающих, ее решено было пожарить на костре. Этим и завершить очередной отдых на природе. Светлана Валеева, Виталий Андреев, Ленск. Даже на рыбалку захотелось съездить. Да, но совсем скоро уже все у нас будет возможность, доступ. Я, насколько знаю, что рыба сейчас идет на нерест. То есть, сети ставить нельзя. Вот так с удочкой постоять вдоль берега, отдохнуть, по-моему, самое милое дело. Прям действительно отдыхаешь от города, от работы и от всего. Ну и, конечно, где как не на берегу реки или озера можно освежиться, потому что в начале июля на территории Якутии прогнозируют температуру выше нормы на 4,6 градусов. Очаги максимального тепла будут в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Якутии. В связи с установлением аномально жаркой погоды остро стоит вопрос об открытии пляжа в городе Якутске. Об этом и мы поговорим с нашим гостем. Георгий Игнатьев, заместитель начальника отдела санитарного надзора РПН. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, вот каковы результаты проверки заключительных результатов проб воды? Соответствует ли она нормам для открытия пляжей? Да, действительно, повторные пробы были проведены, лабораторные исследования воды из пляжа в 202 микрорайоне, и повторные результаты показали соответствие требованиям СанПин по окружающей среде.
А вот все равно уже на сегодняшний день официального открытия не было, но люди на пляжах находятся. Да, санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии на пляж в 202 микрорайоне выдано эксплуататору МУП «Городские бани», поэтому я думаю, что эксплуататоры пляжа объявят о своем официальном открытии в самое ближайшее время. То есть уже, в принципе, разрешение есть, а о дате мы узнаем буквально на днях. Да, вчера вот на оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией мэр озвучил, что уже ускоряться надо по открытию городского пляжа, поэтому ждем открытия. А на днях специалисты ведомственных структур совершили объезд с ГИМС Республики по акватории Якутска. Каковы итоги этих проверок по несанкционированным пляжам? Управление Роспотребнадзора в рамках своих полномочий также ведет мониторинг качества воды и песка в водоемах, там, где купаются люди, да, вот, так называемых несанкционированных местах купания. Таким образом, у нас на сегодняшний день отобрано 75 проб в 16 водоемах города Якутска. Это все водоемы, которые расположены на территории города. То есть на сегодняшний... это и есть, да, основные требования Роспотребнадзора для открытия пляжей, даже несанкционированных? Если отходить немножко к требованиям, то, конечно, в первую очередь это является качество воды, гигиеническим нормативом, и качество песка. Вот по результатам мониторинга хочу сказать, что по микробиологическим показателям у нас не соответствует вода в 5 водоемах. Это в районе Ботанического сада озеро Итыккёль, озеро Сергелях по Сергеляхскому шоссе 6 километр и 8 километр. Там 2 пляжа, озеро Чичурмуран и озеро в Зеленом лугу. По санитарно-химическим показателям вода не соответствует водоеме озера на местности Юсхатын. По паразитологическим показателям пока несоответствующих проб на сегодняшний день не установлен. А кто ответственность несет? Ответственность несет эксплуататор, но так как на территории города мэр вчера на оперативном штабе озвучил, что будут организованы вспомогательные бригады, там, где открываются несанкционированные пляжи, да, и, соответственно, соответствующие поручения были поручены курирующему заму. А вот есть какие-то определенные требования, которые Роспотребнадзор предъявляет к пляжам? Какие должны быть критерии? Кроме требований качества воды и песка, еще предъявляются требования к наличию урн, к наличию мест, то есть площадок накопления твердых коммунальных отходов. Для них регламентируется расстояние от уреза берега, от самих урн, то есть между урнами там расчет идет на квадратные метры, и должны быть установлены санузлы, туалеты и душевые кабинки в соответствии с количеством присутствующих людей на пляже. И самый главный вопрос, который нас всех волнует: когда же официально пляжи откроются? Так как разрешительные документы управлением Роспотребнадзора эксплуататору выданы, да, поэтому я думаю, что МУП «Городские бани» озвучат о своем официальном открытии в самое ближайшее время. Большое вам спасибо, друзья. Признайтесь, что начинать утро с хороших новостей – это всегда отличная идея. Мы ждем, пока у нас пляжи откроются, а вот на побережье Балтийского моря уже появились новые туристы. Семейство кабанов. Дикие животные выбежали прямо к туристам. Ситуация произошла в туристическом курортном городе Мельно. Кабаны спокойно бежали по кромке воды. Большинство туристов даже не обращали на них внимания. К некоторым отдыхающим кабаны подходили довольно-таки близко. Однако никакого конфликта не возникло. Туристы решили почтительно уступать место гостям. Кабаны в ответ на это абсолютно спокойны и не напали на людей. Кабаны приходят на пляж за едой, они знают, что смогут там что-то найти. Чаще всего это мусор и отходы, оставленные отдыхающими, отмечают специалисты немецкого фонда дикой природы. При встрече с кабанами советуют туристам не кричать, вести себя спокойно. Наиболее агрессивными являются кабанихи, особенно если они прогуливаются со своим питомцем. Слушай, что бы ты сделала, если бы ты лежишь на пляже, загораешь, и тут пробегает семейство кабанов? Если бы я лежала на пляже Балтийского моря и пробежал бы кабан, мне бы этого отдыха не испортило вообще ни разу. Даже кабаны бегают по пляжу, а мы на работе.
Да, вообще говорят, летом от мороженого не полнеют. А еще это лакомство полезно, белок, витамины. Кроме А, мороженого, ВДЕ. мы еще самая летняя ягода, та самая ягода, которой мы можем и напиться, и наесться, и еще и утолить жажду. Это, конечно же, арбуз. Жару и накормит. Бегемоты в зоопарке, которые мы сейчас можем видеть на картинке, зоопарк Пицунда, с удовольствием ждут свое любимое лакомство. Бегемоты любят арбузы так сильно, что едят его за один укус. Они травоядные животные, но водную растительность тоже употребляют в пищу. Насыщение ночью бегемоты выходят на берег и могут почистую съесть всю траву. Неудивительно, что арбузы пришлись им по вкусу. Как он смачно кушает арбуз. А когда у нас сезон арбузов? Сезон арбузов у нас в средней полосе России, он у нас обычно начинается начало августа. Я даже знаю, День арбуза отмечают 3 числа. Но у нас уже, кстати, не первый год, около порядка 5 лет многие садоводы, огородники разводят арбузы даже в наших непростых условиях. И, друзья, вы можете всегда стать участником программы «Подворье», где вы можете поделиться теми самыми лайфхаками касаемо огорода, сада или, может быть, дома. Кто привередливее, курочка или перепелка? Кого дешевле содержать, кроликов или индюков? Какую птицу лучше разводить на начальном этапе дачной жизни? Сегодня заниматься разведением домашних животных может каждый, у кого есть желание и загородная территория. Но в этом нелегком деле советов и рекомендаций много не бывает. Смотрите «Подворье» с 15 по 19 июня, и мы расскажем все об условиях содержания и разведения перепелок, курочек, индюков и кроликов. Ежедневно на телеканале «Якутия-24» и НВК «Саха». Кстати, ты знал, что есть такой факт, что мороженое, оно закаливает горло на самом деле, поэтому подойдет в целях профилактики. Ну и, конечно, оно спасает от жары и поднимает нам настроение, не только нам, но и, конечно, в первую очередь детям. Давайте об этом традиционном, но таком удивительном лакомстве послушаем в сюжете Катерины Винокуровой. Лето, жара, каждый третий с мороженым. За что вы любите мороженое? Ну, потому что оно вкусное, охлаждает в жаркую погоду. А ваше любимое какое? Пломбир классический. Оно реально охлаждает. Ну, летом оно вкусное, холодное. А ваше любимое какое? Ну, как раз таки любимое это стаканчик, пломбир. Ксения подрабатывает продавцом мороженого. Деятельность ей по душе. Ведь, как признается девушка, одно удовольствие – дарить радость людям. Мне нравится дарить детям радость. Они всегда очень радуются. Не только дети, но и взрослые. А у вас какое самое любимое мороженое? Или вы не любите мороженое? Ну да, я сама не люблю мороженое, но могу иногда и съесть. Переели, да, в детстве? Да. И как же не переесть, ведь сегодня выбор охлаждающего лакомства настолько велик. Хочется попробовать всего. Стаканчики, рожки, эскимо.